просто все исполнители, и это точно так же важная тема в методике развития исполнительского мастерства. Нет ничего хуже, чем приблизительный ритм. По-моему, даже интонирование фальшивое как-то переживается обычно на экзаменах. Ну, плохо, конечно, но когда еще нет чувства ритма, это выглядит совершенно ужасно. Самое главное, что это очень легко поправимая вещь. Вот в чем дело. Итак, вернемся. Значит, тут у нас есть ритмические этюды, ритмические диктанты, опять же, разные. И вот, собственно, как они ритмизируют. Если у нас это вот с четверти начинается и сразу с дирижирования, ну, редко когда иначе, то большое время в этих вот ритмических сольфеджио отводится изучению пульсации или тактирования. Островский тоже, вот, например, в учебнике и в методике своей он писал о пользе тактирования, и он, правда, не предлагал каких-то особенных схем для ритмизирования. У него это, в общем, в пределах дирижирования, дирижерских схем было. Но тут что можно сделать? Это либо отхлопывание, либо ритмизированное чтение нот, что применяется, либо ритмизирование голосом, произнесение просто. Что удобно, с чего удобно начинать? Вообще, до того, как вы начинаете, скажем, работать с дирижированием, до того, как вы сажаете ребенка в эту клетку такта, что хорошо и правильно, только потом. Надо немножко дать все-таки опору. Что удобно? Удобно, когда вот вы работаете, например, стучать. Есть, конечно, такие способы, и за рубежом тоже там они ногой стучат, ну просто, я не знаю, это в зависимости от, наверное, обученности детей. Я просто с трудом представляю себе, как дети маленькие, если им дать возможность, значит, стучать ногами, как бы вы ни говорили, что это надо делать аккуратно, тихо, просто там такое начнется, с большим удовольствием, так сказать, просто стадо слонов сразу. Это уж педагогические какие-то вопросы. То есть если ваши дети такие умеренные и все это сделают, ради бога, в этом даже нет никакого ни дурного тона, ничего, по-моему, просто неудобно, потому что тут еще и координационно крупные движения. Гораздо более удобно мелкие движения, потому что даже не кистевые, а пальцевые. Вот если вот у меня здесь стола нет, ну представьте себе, да, вот я кладу две руки, и вот, соответственно, пульсация. Сначала они приучаются к равномерной пульсации. Потом можно сделать какие упражнения? 1 к 2. Скажем, правая рука. 2. Неважно, какие это доли. Это вообще, опять же, как мы говорили, неважно сначала где-то, вот, когда мы повторяем на память мелодию, мы не берем ноты. То есть, опять же, принцип что? Разделение трудностей. Не надо все вместе, не надо грузить. Вот они вырабатывают пульсацию. Заодно они вырабатывают что? Координацию, конечно. Это нам кажется, что это просто. Это не всегда не будут сначала детишки маленькие. Сначала они будут делать все синхронно. Это будет само по себе трудно. Потом будет трудно. Это они научатся сделать. Потом надо будет поменять. Да? Говорят, так, а теперь наоборот. То есть это мы решаем сразу две проблемы, потому что это и работа с маленькими пианистами, потому что это как раз координация рук и действия в разном времени ритмическом. Дальше. Дальше, значит, вот, то есть этот момент тактирования. Вот 3 пальцами почти не слышно. Слышно это не должно быть. То есть у них есть ощущение и достаточно. Это изначально, когда мы это создаем. Это можно делать при пении вот даже элементарных номеров. То есть когда у них все идет. Счетная доля начальная какая должна быть? Вот если брать материал начальных классов. 8, конечно, 16-ю нет смысла брать, просто потому что это уже лишние координационные трудности. Когда будет нужна 16-я доля, как вы думаете? Нет, она там тоже не очень нужна, потому что 1 к 2 мы можем делить, 1 к 4 нам делить трудно. А вот 16-я нам нужна тогда, когда у нас, например, появляется, это просто позже появляется. Ну, например, представьте себе, что был такт, скажем, 2 четверти, а следующий такт дает нам 3/16. Вот такая перемена с изменением доли в знаменателе. Счетной доли изменения. Это, конечно, более поздняя музыка, естественно. Вот. И тогда нужно считать мельчайшей долей. Тогда мельчайшая. А здесь более мелкой. То есть счет должен быть средней долей по отношению к примеру. То есть если в примере есть половинки, четверти, 8 и 16, то удобно считать
удобно считать, конечно, восьмыми. Если там очень много половинок и четвертей, и ничего больше нет, ну там, понятно, четверти. То есть вы можете переходить. Иными словами, о чем я говорю, что, конечно, если у вас вот картошки крупной длительности, нет смысла считать восьмыми, потому что замучаетесь. Это и неудобно, и то есть все нужно делать, ну, со здравым смыслом, что ли. Не значит, что вот все будем теперь считать восьмыми. Кроме того, это тоже очень удобное упражнение на переход, вот, гибкость перехода. Здесь мы считаем восьмыми. За такт до изменения уровня, например, вдруг крупные длительности пошли вперед, сначала были там восьмые, 16-е, видно, что дальше идут вот такое, ну, бывают такие произведения. Значит, за такт до этого переходим, например, на пульсацию четверти. Опять же, сквозной навык. Мы это можем делать и в начальных классах, и это очень пригодится для проработки, например, ритмов с прибавленной длительностью типа ритмов Мессиана. Мы это в современной музыке, где без этого быть просто ничего нельзя, не получится. Вот у меня вот эта методика, она в учебнике в ритмической части как раз прописана именно принцип перехода с доли на долю, как пульсировать. Итак, мы пульсирующую долю принимаем среднюю долю в произведении, и начальная, конечно, должно быть с восьмой. Теперь, что еще важно? Важно то, что все-таки, если они будут все время тактировать, это, конечно, хорошо, но у них не будет ощущения такта. Все-таки этого измерения. Сильная доля, слабая доля. Да, можно, конечно, второй рукой помечать и сильную долю, можно использовать и какие-то графические примеры, некоторые это пишут, когда вот диктант ритмический, там помечают себе, по-разному можно. Но, тем не менее, мы сталкиваемся с тем, что дирижировать все равно нужно. Хотя бы потому, что просто требуется, вот если ребенок, скажем, не научен дирижированию и переходит там, к другому педагогу, скажет, как ты не умеешь дирижировать, вообще, что такое, чему тебя учили. Вот. Это почему не обязательно дирижировать, и не обязательно дирижировать именно той схемой, которая вот у нас принята, потому что это же дирижерские схемы. Это схемы, направленные для того, чтобы показать кому-то. Чисто дирижерские схемы. Вот, а не себе. И когда мы, значит, учим детей дирижировать на 6, во-первых, одна, может быть, схема, кто-то по другой схеме, смотря где делить, я не могу сказать, что это самая удобная и самая логичная схема, потому что она вообще происходит не из 3, а из 4. Почему из 4, непонятно. И вполне возможно 3 вниз, 3 вверх. Это тоже возможная схема. Но тут, конечно, надо быть реалистами, учитывать, что если вы абсолютно полновластные хозяева над детьми, и вы же их будете экзаменовать, это одно дело. Тогда можно делать просто как удобнее. А если у вас группа, а у других значит, педагогов параллельные потоки, и вообще вам нужно научить их вот как положено, что называется, дирижировать, то, конечно, надо учитывать какие-то вступительные требования тоже. То есть от дирижирования мы не уйдем. Но, значит, нам нужно сохранить дирижирование, все-таки ощущение этой доли. Как это сделать? Скажите мне, пожалуйста. Есть идеи? Есть идеи, но мы молчим. Хорошо. Значит, когда мы используем, например, дирижирование на 2/4, чтобы, во-первых, не получался умирающий лебедь, такие плавные движения, где непонятно, где начало доля, где окончание, они стараются так все музыкально. А потом, если четверть с точкой, это получается, помните, да, как там-та. Вот, то есть, конечно, это тоже координационные проблемы. Как этого избегнуть всего? Значит, вот мы, предположим, прошли этап, когда мы сделали эту загрунтовку такую для будущей картины ритмической. Мы сделали ощущение пульсации. А дальше мы взяли эту пульсацию восьмым и переносим в дирижирование. То есть мы просто-напросто делаем маленькое такое дробление. Причем здесь должно быть мелкое такое кистевое движение, чтобы это не было трудно, не нужно. Они как делают? Так вот, немножко как роботы, да? Вот таким вот движением. Ну, понятно, что это вот чуть-чуть, конечно, с руками надо поработать, к каждому подойти, показать, чтобы это начальный этап прошел. То есть это более мелкое движение. И чтобы само движение было не очень широкое. Они всегда любят все глобально делать, дети. Да, как-то если размахнуться, то значит до соседа, чтобы доходило. Вот. Итак, дирижирование полудолями. То есть здесь важно, чтобы было ощущение того, сколько восьмых, не просто ощущение, а тут и мы визуальные представления, конечно, привлекаем. Вот у нас, например, 2/4, да?
И мы понимаем, что вот это движение у нас четверть, и когда мы поднимаем руки, вот на этом месте что происходит? Так закрывается. Не просто информационно, дети и так знают, что здесь так закрывается, но то есть они знают, что это последняя доля. От того, что это последняя доля, это ничего им не дает. А вот то, что там закрывается и там дверь находится, вот в этом самом, это им дает то, что там действительно есть запор. Сделайте это более конкретным. Для чего это нужно? Ну, когда они, скажем, диктант пишут, они автоматически понимают, что там... То есть для связки визуальной и когда они проверяют ритм. Кстати, для этого же, ну, я думаю, что это, в общем, и так понятно, но тем не менее, для этого же, конечно, полезно сразу двумя руками чуть дирижировать. Тут просто разные школы есть. Есть некоторые дирижируют одной рукой, там правой, например, или левшей левой. Но все-таки полезнее это делать двумя руками, потому что когда правой пишешь, то совершенно нормально работает левая для просчета ритма в диктанте или в такой форме, когда ты поешь и что-то играешь, еще дирижируешь. Но это не обязательно обычно, когда двуголосие, один голос поешь, другой играешь. Обычно разрешают не дирижировать, это уже ad libitum получается. Ну вот, значит, что здесь нам это дает полудоли? А полудоли нам дают на самом деле все. Потому что здесь есть, во-первых, графическая наглядность. А вы должны обратить на это внимание детей. Это совершенно не очевидно для них. Вы должны это обыграть. Скажем, вот это у нас четверть, как одна комната, удобно очень с квартирой сравнивать. Вот. И вот мы сделали, значит, перегородили одну комнатку, значит, у нас теперь вот две комнатки здесь, да? В этой комнатке живет кто? Восьмушка. Здесь восьмушка, вот, значит, они занимают эту комнату. То есть вы рисуете, ну, я даже не думаю, что обязательно сейчас ставить доску, потому что это и так понятно, да? То есть у вас первый взмах, мы обычно стрелочку рисуем, а тут мы, значит, пунктирную стрелочку пишем, да? Тут можно нарисовать. А у меня, по-моему, есть, знаете, что с собой? Сейчас. Ага, есть. Есть вот такие примерчики. 16-е почему-то, ну, не важно. Ну, вот такая. Ну, вот так вот, да? Значит, что важно? Важно, чтобы дети эту картиночку спроецировали, опять же, на собственное ощущение. Это вопрос приучения. Одно дело, они это видят, это для них еще немножко абстрактная картинка. Они понимают, конечно, что здесь написано, но дальше они должны совместить. Вот они это сделали, они это видят внутренним зрением, да? Теперь, значит, если это не очень им удобно иногда, потому что дробление связано, ну, это опять же немножко... Иногда удобно, вот это движение вверх вот так кистью не всегда удобно. Иногда можно что-то такое представить, чтобы было удобнее. Например, мячики. Потому что все знают, как вот это движение с мячиком просто отрабатывается. Там, я не знаю, на физкультуре, там, на каких-то ритмика, еще какие-то танцы какие-то детские. Ну и потом просто вообще в играх. Вниз и два вверх. Вот это движение, оно понятно в этом отношении. То есть можно для начала, скажем, два ладонями вверх. Это уже как удобно. Это потом все равно все уйдет. Потому что когда это привыкнет, потом уйдет даже полудоли уйдут. Они куда перейдут? Они перейдут в внутреннее представление. С точки зрения психотехники, что здесь происходит? Это эффект интериоризации, то есть когда мы из внешних представлений переводим постепенно во внутренние. То же самое абсолютно, как внутренний слух. Кстати, вопрос об интонировании. Просто механизм такой же. Ведь когда у нас дети в младших классах, например, диктант пишут, они что делают в промежутках времени? Ну, поют, конечно. Вот, пытаются, по крайней мере, петь. Значит, опять же, некоторые педагоги считают, что это вот совершенно неправильно, и нужно, чтобы они не пели, во-первых, они мешают друг другу. Тут вопрос, опять же, не вопрос дисциплины. Это тот же самый процесс. Они должны это сначала пропеть, а потом интериоризировать. Просто это процесс навыка. По-другому это не происходит. Сначала те, которые не поют, значит, у них просто быстрее все организовалось, они уже могут петь внутри, и это не потому, что они дисциплинированнее.
других. Или же те, которые не поют, они, значит, ничего и не поют, и не слышат, и не интонируют. Это еще хуже, пусть лучше поют. Поэтому в первый класс совершенно нормально. Я почему об этом говорю? Потому что практически все дети поют и всех ругают. Ну, почти всегда. Не знаю, может, вы не ругаете своих детей, может быть, у вас как-то в этом мягче. Вот. Но очень часто вот и кто-то приходит, я знаю, там вот если на уроках, вот почему там дети поют, вот не нужно, это же должно быть внутри, все должно быть внутри, только не сразу. Точно так же, когда двуголосие начинается изучение. Тоже есть какой процесс? Что делают дети сначала, когда они поют двуголосие? Вот начинают только петь двуголосие. Что они делают руками, скажем так? Они вот так стараются делать, по возможности не слышать. Ведь потом же это уходит. И даже если им это трудно, пусть они немножечко абстрагируются сначала. Не надо их сразу же говорить, что вот так нельзя, неправильно. Ну, пусть чуть-чуть. Это временные процессы. То же самое здесь. То же самое здесь. Они привыкают к этой схеме. И дальше они привыкают это считать восьмыми. То есть у них есть не просто непонятного вида вот этот мешок с четвертью, а там совершенно конкретная комната. И тогда для них четверть с точкой не отдельная трудность. Она та же самая трудность, но подумаешь, что тут их две, а тут их три. И здесь, ну, например, вот здесь, скажем, да, вот синкопом, например, синкоп я достал, ну, любой другой. То есть когда мы изучаем синкоп, это очень поздно, правда ведь? Начинается по отношению к началу. Но ведь это же то же самое. Какая им разница? Им представить себе, что эти две комнатки, я не знаю, можно любой метафоры, например, что, ну, делают сейчас какие-то, знаете, вот эти вот трансформеры, такие раздвижные стены, чтобы вот по-разному можно было бы перепланировать или ширму поставить по-другому. Я не знаю, что дети знают. Опять же, если у них есть модели, значит, можно этим пользоваться. Нет, можно объяснить. Или же придумать что-то другое. Просто сделать, что вот они здесь связаны. Все. И дальше накладывается, конечно, нотография. Нотография особое дело. Потому что в большой степени, кстати говоря, ритм труден именно из-за нотографии. Ведь что получается в программе? Мы изучаем четверть с точкой и восьмую довольно рано. Ну, наверное, где-то, я не помню там какую программу, но во всяком случае это в самом начале. В начале, то есть они прошли вот четверти, восьмые, и потом вот эту фигуру чуть попозже. А вот восьмую с точкой и 16-ю совершенно в другом классе. Ну, это же одно и то же. Это же ритмически одно и то же. То есть нет представления о том, что нет представления о разделении трудностей нотографических и, собственно, ритмических. Поэтому, кстати, надо было, наверное, захватить. Что-то я не подумала. Я хотела просто в учебнике своем показать эти вот нотографические таблички. Ну, поймете. Ну, можно, да, принести первую часть. Первую. Когда проходится какой-то ритм, он проходится целиком. Например, 8-я с точкой и 16-я, она же, скажем, на другом уровне будет четвертью с точкой и 8-я. Вопрос какой? Как все это загрузить, если мы проходим это в младшей школе, вот так все скопом, да, не будет ли путаницы? Тут довольно, может быть, интересное решение, знаете, каким способом? Есть обучение явное, есть неявное. Ну, вот просто чисто педагогический, психологический подход. Явное – это когда так, дети, у нас сегодня с вами новая тема, значит, вот, или у нас сегодня такая трудная тема, да, дается уже такая установка уже серьезная, на новое, на трудное. Она может быть не новая и не трудная, но установка уже есть. А может быть вообще обучение, которое к этой теме придет тогда, когда она уже практически выучена. Каким образом? Сейчас я это покажу. Я думаю, что мы, вот будут детишки, мы посмотрим, как это сделать на конкретных уже примерах, эти схемочки. Значит, если мы берем счетную долю 8 и берем среднюю счетную долю, то мы должны иметь представление о ритмическом ладе, если можно. Это метафора, конечно. Лад в том смысле, что как это все слаженно происходит. То есть 1 к 2, то, что дети по теории учат, там 8, 2 шестнадцатых и так далее. Но сделать это таким образом, чтобы было не просто теоретически понятно, а практически понятно, что же это такое. Если это будет практически понятно, то это снимет многие вопросы.
Как сделать это практически понятно? Потому что это нудный и скучный материал, особенно когда связано с какими-то дробными отношениями. Вообще мы дробные отношения очень плохо воспринимаем. Дети, вот, ориентированные, скажем, на музыку, особенно они не очень любят, и очень многие из них математику как-то к математике относятся негативно, не потому что они плохо в ней понимают, они ее именно немножко отодвигают, как что-то такое умозрительное. Есть такой момент. Сейчас я покажу таблички, как они выглядят, любую какую-то. Да, ну вот, например, самые разные примерчики этих сил. Начиная вот пример интервизации. Я понимаю, что очень хорошо видно, я покажу. Все это пульсация четверти. Да? Дальше та же самая линия, но линия. Почему линия? Ну потому что реально у нас нота нарисована, а это важно, мы ее можем ощутить, она материальна. Но мы ее задерживаем. Дальше визуально более сложный вариант, когда четверть, половинка четверть. Когда половинки обычно в синкопе что трудно? Но не нарисовано там, что делать, там нужно либо круга вырисовать, либо что. Они даже представляют себе, что это одно и то же. Знать не знает, опять же, представляет. Это требует совершенно отдельной проработки. Дальше, другая ритмическая что? Скажем, уровень другой ритмический. Один, два раза, вторые. Вот наша синкопа, да? Соответственно, следующий пример. Вот мы идем к фигуре 16-я, 8-16, редкая фигура, потому что она не очень как-то просчитывается. Почему? Если ее просчитывать четвертями, то она никогда не просчитывается. Только поэтому. И второе, что в сознании ученика нет ощущения того, что это одно и то же. Теперь, как же все-таки это можно заложить так, чтобы это было ощущение ритмического ряда, лада одновременно? Довольно простым способом, совершенно не тратя никакого времени, с самого начала. И это такой даже хороший очень педагогический пример, потому что вот когда они пишут диктанты, у вас всегда часть группы еще возится там и долго будет возиться над этим диктантом, а часть уже написали. Это проблема, чем их занять. Обычно там дают транспонировать, что-нибудь такое. Так вот, это место приложения этих сил. Изначально как будто бы вы ничего никому не объясняете. Вот тут такой момент, что вы эту трудность отдельно не вводите. А знаете, на что это похоже? Сейчас я приведу какой-нибудь пример. Ну, например, когда вы кого-то приманиваете, вы кладете там мисочку корм, отходите, в общем, как будто вас это совершенно не интересует, и там какая-нибудь пугливая зверушка, которая вот никак не хочет к вам выйти, значит, либо сфотографировать хотите, или что-то, она потихонечку так смотрит, идти, не идти, потом она все-таки, значит, ей хочется что-то такое скушать, она, значит, вылезает и перестает бояться. Похоже на это, на самом деле, по технологии. А именно, вот они написали диктант, и в диктанте у вас все как нормально, там, я не знаю, четверти, восьмые, половинка в конце. Ну, я беру какой-нибудь диктант для начальной школы. Вы понимаете, что на любом уровне можно начать делать то же самое. Я просто беру начальный уровень, потому что если мы с него это начнем делать, то дальше это уже, опять же, это сквозная методика. Это тогда будет работать просто уже как наука. Почему это хорошо делать с самого начала? Ну вот, написал он диктант какой-нибудь в таком жанре. И вы ему предлагаете: так, а вот сейчас давай мы с тобой, значит, превратим это в слона или в мышь. Ну, можно использовать известный им сказку, там, «Кот в сапогах», там, превращение меньше-больше, ну или что-то другое. Там он кого в льва превращал и в мышь. Ну, мышь, в общем, роковое превращение оказалось для него. Вот. Ну, можно слона, он так покрупнее. Неважно, может быть, в муху. Они могут сами вам сказать: нет, я не хочу мыши, что-то другое. Неважно. Значит, должно быть метафорическое представление о изменении размера длительности. То есть то, что мы говорим мелкие длительности, крупные длительности. Для нас это абсолютно термин, а для них-то это картинка должна быть. И, предположим, какая-нибудь мелодия такая. Скажем, да? Вот. И там, можно в таком варианте,
Если это идет медленно, то это будет записано четверть, 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 нам половина и так далее. А вы предлагаете сделать это в уменьшении, то есть предложить, скажем, перевести в мышь. То есть у них, скажем, есть картинка обычная, там, что в четверти столько-то этих, вот он пускай ею и пользуется. То есть получается сразу размер что? 3/8, соответственно, мы можем показать по ходу дела, ага, ну вот можно 3 объединить вместе, так, такт закрыт. Почему такт закрыт? Ну, потому что рука-то вот здесь, поэтому такт закрыт. И так далее. Значит, четверть, восьмая и так далее. Если это 2 четверти, то у вас получится, там могут соотношения пунктир появиться сразу, да, острый пунктир, если у вас в примере вашего диктанта четверть с точкой, если вы сделаете уменьшение, то у вас оказывается пример с 8 с точкой 16. Ну и тоже просто показываете им, что это вот они такие маленькие, что все, что можно в четверть входит, то можно вместе сделать. Не объясняя законов группировки отдельно, потому что, в принципе, это нонсенс проходить группировку в 7 классе, там, как по теории музыки. То есть проходить ее можно, как вот обобщение навыков, которые у них уже есть. Ну, она же давно уже должна быть пройдена просто на практике, там нечего проходить. Но получается совершенно обратная, какая-то мучительная тема, где надо что-то такое отсчитывать, и всеми ненавидимая на самом деле, потому что она очень такая, кажущаяся формальной. Ну вот, этот ребенок превращается восторгом этот диктант в мышь, потом он просит превратить его в слона, причем энтузиазм полный. Сосед, естественно, уже заинтересовался и мгновенно очень старается написать быстрее, чтобы сделать то же самое. Каждому хочется немножко побыть этим волшебником, людоедом, кому угодно. На уровне младших классов, то есть метафора. Если вы работаете со старшими, то в принципе это желание чего-нибудь, кого-нибудь превратить есть у всех. Поэтому здесь не нужно особенно комплексовать, что вы будете работать со старшей аудиторией примерно этими же способами. Ну, немножко в других выражениях. То есть не важно, как вы это сделаете, важно, чтобы это было зримо. То есть таким образом они параллельно сразу уже это все и проходят. И постепенно это делает весь класс. Потом показывает, а вот так получилось, значит, вот смотрите, как там Петя, Вася вот сделал, там Маша. Посмотрите, а вот давайте попробуем то же самое сделать с теми, уже кто потом написал, мы проверили диктант. Вот. Домой даете, соответственно, задание, так как мы даем там перетранспонировать или что-нибудь там написать. Вот. То есть параллельно изучаются фигура в нескольких ритмических тональностях, если можно так сказать. Это опять же метафора, конечно, не термин. И к тому моменту, когда вы подходите по программе к изучению 3/8, чего вам там изучать? Понимаете? То есть вы просто, ага, как старым добрым знакомым получается. То есть мы опять же не разбиваем эти трудности, что очень важно. В наших программах этого полным-полно. Я не имею в виду только сольфеджио. А вспомните гармонические программы, когда обороты проходящие проходятся совершенно разбросанными по всему курсу. Ну, например, первый проходящий оборот, с которым знакомятся ученики, это где-то, значит, они проходят гармонии, ну, где-то ближе к концу первого семестра обычно так получается. Ну, кто раньше, кто позже, ну, примерно так. Но ведь это-то проходится вообще, тогда, когда мы это проходим. Ну, а при чем тут функция-то, извините меня? Когда линия одна и та же. Почему нельзя пройти все обороты сразу? То только не с точки зрения функций, да, функции там разные. Опять же, поставив что? Фокус внимания, опять же, метапрограмму не различия. Вот здесь мы ставим метапрограмму различия. А это, оказывается, совершенно другое, потому что нам функцию здесь другая. Так нас функции вообще здесь не интересует. Нас интересует общая линия. Потому что при этом движении всегда будет кварт-секстаккорд. Ну, потом, попозже, можно будет там объяснить, что бывают и секстаккорды, но, честно говоря, довольно редко. И только в тесном расположении, широком конфликте получается. А также вы получите и это же сразу, и это же потом чуть-чуть добавите там с усилением гармонии. А дальше все септаккорды, и это получится, а двойная доминанта. Все пойдет. То есть вообще получается, что это одна и та же тема, но она абсолютно разбросана. Ну, я и про параллельные движения тоже не говорю уже, там терц-кварт-аккорд, там чуть сложнее, но то же самое. То есть, понимаете, это все может быть совершенно ускорено за счет другой группировки, более рациональной. Ну, потому что иначе ведь что получается?
Вот, говоришь с учеником, даже вот они в консерватории поступают, проходящие обороты проходили, да, какой-то куча, какие-то схемы у них, вот здесь, у них что? У них единичное представление. А мы о чем говорили? Что у нас здесь остается только системные представления, комплексные. А иначе мы доучиваем до ближайшего экзамена, и вот дальше ощущать, да, ну вообще что-то там учили, вот смотрите, ворох всего. В бумаге есть, здесь никакой связи нет. Вернее, есть, что очень много этих оборотов, и в них можно запутаться. Но если одна и та же модель, то там нечего путаться. И оказывается, что это получается достаточно просто для понимания. То есть, опять же, совершенно тот же процесс и в ритмическом обучении, потому что это просто другая стратегия. Я думаю, что можно еще было бы сейчас, если призадуматься, привести параллели какие-то с прохождениями чего-то другого, но неважно. Думаю, что то же самое просто везде можно найти. Это самый ближайший пример. Ну вот. То есть мы делаем методом ритмического транспонирования и работаем с этими длительностями. И они понимают, что это один ритм, но разная нотография. Заодно таким образом мы еще и отдельно изучаем нотографию. К вопросу о нотографии мы практически, так же как вот ритмическое сольфеджио, нотографические трудности не изучаем. Скажите мне, где программно они прописаны? Почти нигде. Они есть только в элементарной теории музыки, там у того же Хвостенко, в учебнике. Там есть какие-то упражнения вот на нотографию. Но опять же, они какие? Аналитические. Например, там, вот где у него задача. Да? Сколько там чего-то такого, например, в четверти с 2 точками. Да, просчитаете, вы просчитаете, но это не навык. Потому что, когда вы ее играете, вы там считать ничего уже не должны. Вы должны тут же что увидеть? Одну картинку, ну, как я здесь показала, под ней другую. Как это выглядит, скажем, залеговка. А это навык, это совсем не теория музыки. Это то, что должно быть на сольфеджио и чего нету. А после этого получается, что читать с листа мы не умеем. Так а с чего уметь? Это же надо сделать как кусочки, а не просто много читать с листа, что само по себе, конечно, вообще хорошо. То есть это и создает наше отставание по чтению с листа. И очень часто бывает, что у нас очень, я бы даже сказала, завышенные требования на экзамене по слуховому анализу, ну, какие-то запредельные, вообще так, для мировой цивилизации, и очень простые примеры для читки по отношению к сложностям слухового анализа. Это и программно закреплено, между прочим, это опять же все идет оттуда. Поэтому думаю, что вот эти вещи будут просто потихонечку программно меняться, потому что иначе их менять нельзя. Иначе, ну, вы же все равно готовите к тому, что спрашивается. Хочу я, не хочу, но все равно я буду готовить ученика к тому, что он будет слушать цепочку там в 30 аккордов, 25, я не знаю сколько, но в лучшем случае 20. И учить его этой блокировке. Все равно я буду это делать, потому что я за него отвечаю. Потому что в конце концов это наша проблема с вами, какие у нас программы, а ему поступить надо. И вот этот вопрос уже получается закольцовка такая. Ну ладно, вернемся к ритмике. Значит, основные ритмические проблемы. Вот это мы говорили о базовом сольфеджио, о том, что как можно быстрее и как можно начинать с изучения ритмического лада. Теперь, основные трудности – это изучение синкоп. Причем не просто синкопы, как вот мы привыкли, синкопы и все, они тоже ведь детализируются. Синкопы могут быть в разных отношениях. Они, может быть, самые типичные – это отношение 1 к 2. Ну, типа 8, четверть 8. Синкопы могут быть в других отношениях, 1 к 3, соответственно. К синкопированным фигурам могут подходить фигуры с дроблением сильной доли, что нетипично. Почему нетипично, опять же? Мы привыкли, что дробящиеся ноты – это затакты. Опять же, у нас есть системная связь между ладогармоническим восприятием, воспитанным, и тем, что в ритмическом отношении какие соответствия есть. Если есть несоответствие, вот такая вот начало, вот представьте себе, вы сыграли диктант вот с такой дробной сильной долей, почти все напишут за тактом. Непривычно. Или будет двойственное ощущение. Если, например, размер, скажем, 3/4, начало будет 2/16, там четверти, что-то еще такое. Скорее всего, у вас будет... Не важно, что дальше, но нам кажется, что сильная доля будет на си. Потому что это закон предвосхищения ожиданий. Мы предвосхищаем в памяти то, что наиболее типично. Наиболее типично с точки зрения нашего понимания, не вообще, конечно. И это тоже проблема.
Итак, синкопы, соответственно, в разных ритмических, вот, нотографических линиях. Значит, синкопы естественным образом, если у вас поставлена пульсация, то они проходятся в основном с точки зрения нотографии, потому что какая разница, что вам блокировать. И вот так, как я показала, сначала, опять же, метод интериоризации от видимого к невидимому, потому что самое трудное – это пропульсировать невидимую ноту или же паузу. С одной стороны, это одно и то же. Но графически это не одно и то же. Там пауза или же долгая нота. А если паузы мелкие, они что? Это рябит в глазах. То есть это тоже вопрос блокировки. Это опять параллельный вопрос, конечно, нотографический. Дальше, вторая трудность. Причем синкопы это на всех уровнях. Это и музыкальные школы, и училище, и вуз. То есть это абсолютно сквозная трудность. Более того, она базовая для изучения полиритмики. Вот это интересный момент. То есть это еще и инструмент в дальнейшем. Опять же, для долговременной методики. Второе – это изучение нерегулярно-акцентных метров. На самом деле абсолютно все равно, что вы изучаете, смешанные размеры или переменные размеры, потому что как там стоит тактовая черта, в общем, не важно. Важны что? Внутритактовые группировки. 2 плюс 3 или 3 плюс 2. И тут, конечно, обычный вопрос, первый, который встает, это как же там дирижировать. 5/8 там проходится. Вообще говоря, они опять же и проходятся-то, между нами говоря, кто их много проходит. Так знакомит 7/8, там по программе есть, там 7 четвертей, 5 четвертей, но всерьез их никто не проходит, и, в общем, конечно, с этим не работают, причем нигде. В школе по теории знакомятся с этим, в училище, так, каких-то, может быть, примерах чтения с листа и то, но всерьез, в общем, опять же, никто это нигде не прорабатывает. Это доходит до вуза, и в вузе оказывается, что студент недееспособен в этом отношении. И это, опять же, наша система. Приведу пример, опять же, в данном случае как раз позитивный. Скажем, в Венгрии, в Болгарии, в учебниках югославских тоже, у них проходится все сразу. Например, в 1 классе это уже проходится, им все равно. Они не оставляют это какую-то супертрудность. Они сразу берут смешанные размеры, потому что у них есть пульсация. Вот просто пример. И здесь это можно просто позаимствовать. Совершенно нормально это проходить и в младшей школе тоже. Опять же, как вы сгруппируете материал. Значит, нерегулярно-акцентные метры, то есть схема дирижирования теряет свое вспомогательное значение, окончательно теряет, потому что тут мы хотя бы как-то можем ориентироваться, и все-таки здесь, не настолько, кроме 6/8, не настолько уж сложная координация. 6/8 действительно уже такой, научиться можно, конечно, но толку от них не очень много. Я помню, что один вокалист мне свою методику дирижирования показал, студент, я имею в виду, он говорит, я никак не могу вот это вот сделать. Я считаю гораздо проще. У меня 3 пальца работают в одну сторону или в другую, как-то он показал. В принципе, почему нет, если ему так удобно еще визуально. Вот. Поэтому, конечно, дирижировать на 5, на 7 это уже даже смешно. С другой стороны, делать дирижирование на 5, например, такт на 2, такт на 3, если вы готовите в училище эстрадно-циркового искусства на отделении фокусник-жонглер, может быть. Там как раз очень хорошо, чтобы координация была. И если у вас есть время и интерес к этому делу, и у ребенка тоже, вообще не нужно. Просто нет такого смысла. Почему? Потому что если мы берем, опять же, сквозную методику, то дальше пойдут произведения, где вообще не выписан размер. И там, в принципе, может быть в каждом такте разное. Если ребенок, вот смотрите, опять же, мы начинаем его учить, сажая в эту тактовую клетку с 1-го такта. Для него такт – это что-то святое. И когда он начинает размываться, шататься, а потом там вообще оказывается безразмерный такт, то это все равно, что вот всю жизнь ты плавал в этом надувном резиновом этом бассейне, тут тебя вынесло куда-нибудь в открытое море, и ты там плывешь, это полный ужас. У тебя никаких этих барьеров нет, и непонятно, что там делать. Поэтому начало, вернемся, если к первому, в начальном, даже не 1-му классу, это может быть и в 0-м классе, ритмизирование без тактовой черты, на самом деле это очень большой скачок туда, вот здесь.
чтобы это ощущение тактовой черты не было единственным, что можно было бы перегруппировать. Значит, единственное, что здесь нам будет помогать, это счет по доле. А вот что может помочь еще с точки зрения группировки? Потому что, скажем, равномерный счет мы обеспечим, пульсации, как угодно. А вот все-таки вот группировать, как удобно, как эти размеры считать, как их проговаривать. Значит, тут существуют слоговые методики счета, когда мы подставляем какие-то слова. Они могут существовать даже в том случае, когда мы обучаем разницы между... Классический пример, правда? 3/4 и 6/8. Вот это вот такой стандартный пример. И все говорят, ну что 3/4 и 6/8, ученики имею в виду, но это же одно и то же. Мысли чисто арифметические. Мысли чисто арифметические. В школе научили, что там закон сокращения дробей, там что-то еще. То есть они не даже понимают, не совсем понимают, что там пульсация другая, группировка. И можно показать это на группировке, но еще лучше показать на каком-то таком примере, когда им совершенно это понятно, а это слова. Потому что мы знаем, как мы ставим ударение. Маша ела кашу, это совершенно одно, та-та-та-та-та-та. Вот, а там, я не знаю, когда у вас 3 идет, я не знаю, музыка, курица, какие-то слова такие ровные, а кому что нравится, так сказать, вот. Это, то есть, можно делать даже в простых размерах, когда показывает разную акцентуацию подтекстовкой, любой вашей удобной подтекстовкой. И тем более это полезно сделать при прохождении этих самых ладов. Вот, значит, у меня такая была идея. Изначально я, не то чтобы я придумала саму идею, никоим образом, это есть в некоторых, как идеи, в некоторых учебниках, например, венгерский учебник Йожеф Гат, он в частности пианист, известная его школа игры на фортепиано, у нас, по-моему, переиздавалась она, это где-то в 60-х или 50-х годах, такая толстая книжка. По-моему, это русское издание, а может быть и венгерское, я не помню. Ну, он тоже, значит, вот занимался. И вообще многие исполнители, интересно, ритмические разработки принадлежат не сольфеджистам. Естественным образом, потому что исполнители с этим сталкивались. И Мостерс, например, вот ритмическая дисциплина скрипача, он этому много уделял, естественно, внимания. Ну и вообще отчаявшиеся исполнители как-то научить своих студентов, они, значит, что-то такое писали. Вот, а идея с подтекстовкой у меня возникла в связи с тем, что я хотела что-то такое на русскоязычной базе, потому что хорошо венграм, у них удобно все, у них ударение на первый слог, то, что и требуется. Да? Для того, чтобы сделать подтекстовку, нужно что сделать? Нужно, чтобы слог был ударный, чтобы слог был ровный, например, согласное, гласное, чтобы не было лишних согласных, ну, звучание неровное будет пунктир звучания. И, кроме того, чтобы эти слоги составляли слово, то есть внутритактовая группировка бы отражала само слово. А если это, например, такт, который состоит из группировки, ну, хотя бы 2 плюс 3, типа гуси-лебеди, вот для нас это очень удобное выражение, потому что оно еще фольклорное, да? Гуси-лебеди, гуси, одно слово – это группировка, и сразу ясно, что, потому что здесь понятно, что это единое слово. Лебеди – такое же ровное слово. 2 лебеди – гуси, соответственно. Ну, любые другие. Вот. А когда 2 плюс 3 – это хорошо. А вот дальше пошли сложности, потому что оказалось, что в русском языке многосложных слов с ударением на первый слог мало. Мало. И я, в общем, довольно-таки так... А мне хотелось что сделать на самом деле? Мне хотелось, чтобы были не только слова, чтобы они отвечали еще каким-то вот таким, по возможности, национально ориентированным, эстетическим, ну не то чтобы запросом, но чуть-чуть фольклоризированные были, вот типа гуси-лебеди, потому что они такое выражение. Или, по крайней мере, связанные относительно. Вот у меня что-то выходило, вот у меня на странице 98, здесь, значит, все схемочки есть. Я немножко покажу вам примерчики. Значит, вот на 5, я не брала здесь гуси-лебеди, пример там, естественно, но тут такой, вишня-ягода. И вишня, конечно, виш уже хуже, но... Если вы знаете что-то ягоду, которая другая, подскажите, я с удовольствием воспользуюсь. Или дальше. Шестерка. Значит, шестерка 3 плюс 3, 2 плюс 4, 4 плюс 2, 2 плюс 2 плюс 2. Шестерка тоже может быть неровная в зависимости от акцентов. И она может быть разная.
и будет звучать по-разному, соответственно. Тоже надо учитывать, что не только там пятидольники, семидольники, и восьмидольники будут разные. Ну, например, ягода зелена, и можно ее покрутить, естественно, соответственно. Там камень яхонтовый. 4, но ударение не 2 плюс 2. Это разное ощущение, понимаете? И у вас даже нет ощущения того, что это равномерный размер, ровный размер, он разный. Или 2 плюс 2 плюс 2, чисто белое поле. И, соответственно, мы крутим. Семерка. Семерка, вот, например, такая. 2 плюс 2 плюс 3. Терем полон золота. И крутим ее. Золото полон терем. И наоборот. Полон там, ну, полон терем одинаково звучит. Да, терем, золото, полон. Если у вас 2, 3, 2. И так далее. Значит, то есть это, конечно, что? Это вспомогательное средство, безусловно. Как это работает? Это работает на выработку акцентуации, на выработку ровности, потому что что ведь происходит обычно на практике? Ускорение, которое не оправдано. Получается, что, например, пятерка идет очень часто как нормальные 2/8, и дальше стремление к тому, чтобы триоли прозвучало. Вот. То есть это естественным образом вырабатывает равномерность и акцентуацию теми способами, которые абсолютно понятны каждому ребенку, потому что это речь. Потому что ударение в речи ясно абсолютно всем, и вообще русский язык пройден. Дальше. Опять же, эта методика, с одной стороны, вспомогательная, с другой стороны, конечно, сквозная. То есть она может быть использована и для других форм работы. Потому что когда мы смотрим вот нерегулярные акцентные ритмы и полиметрию, такое тоже может быть, потому что полиметрия самая простая, это я уже говорю 3 и 6. И в одновременности, и в разновременности, как угодно. И тут, конечно, это полезно и удобно. И вот к вопросу о полиритмах. Самый такой, я бы сказала, неясный вопрос, потому что, с одной стороны, полиритмы исполняются абсолютно везде ведь. Там ритмы Мессиана – это все-таки вузовское сольфеджио, вряд ли кто-то когда-то раньше это по материалу будет смотреть. Материала не так много такого, я имею в виду в классике. То есть в классике его просто нету. Вот. А уж полиритмы есть и у классиков, и у романтиков, у кого угодно, и их надо и играть, и все. Значит, что здесь сложного? Я уже говорила, что здесь самый главный темп. В быстром темпе никаких проблем не возникает, и обычно их и не учат, потому что играют, если там того же Шопена или еще кого-то, то просто совмещают более-менее, и в быстром темпе все сглаживается. И эстетически от этого ничего не портится. Наоборот, получается такой свободный эффект такой вот вольной игры. Эстетически приемлемый. И абсолютно эстетически неприемлемый, если мы играем того же Мессиана, где просто должно быть все точно. Иначе это не то. То есть совершенно там нет вопроса, связанного с рубатностью, так сказать, это должен быть, если это тем более ансамблевая игра. Там просто-напросто не сольно. Если вы солисты, вы сами знаете, как правая с левой рукой сочетаются у вас, то если вы ансамблист, и, скажем, там 7 человек сидит, и нужно, естественно, что-то должно быть абсолютно точно просчитанная фигура. Иначе каждый такой рубато сделаешь, ничего не получится. Значит, так или иначе, нам нужно иметь некоторые эталоны звучания. Какие у нас есть варианты? У нас есть варианты 2. Что они всегда были. И, опять же, пианисты, там Нейгаус об этом писал. Были противники, были сторонники каждого метода. Первый метод – это метод счета. То есть, когда мы берем и считаем математически, вычисляем кратные, скажем, 2 к 3, у нас шестерка, да, получается, 2 умножить на 3, и, значит, у нас будет 6 долей, и мы должны их будем высчитывать. И рисуется соответствующая схема, как это делается, и графически она почти неудобоварима, потому что вообще любая схема для человека, она, если он только не занимается профессионально, значит, если это не инженер и не конструктор, где это стимул другой, интерес другой, то есть для них это очень важно. А для музыкантов схемы обычно вот так вот немножко все от схем ежатся. Я не знаю, может, среди вас есть любители такие, но обычно нет, потому что, опять же, здесь установка ценностная у музыканта, чтобы меньше схем, больше музыки. Отсюда идет. Не потому, что кто-то, может быть, даже хорошо очень визуально считывает схемы, но вот это все равно есть момент.
Не очень идут схемы для музыкантов. Какова критика этого подхода у музыкантов? То, что он как бы не музыкален, и то, что если вы во время игры считаете, то отражается на качестве игры. Это правда. Потому что у вас будет, если вы, например, ведете, у вас смычок идет, и если в это время вы считаете здесь, вы обязательно здесь отразится, у вас качество голосоведения, просто звуковедения будет другое и так далее. Это видно. В частности, когда Нейгаус говорил о том, что этот метод нехороший, он как раз на это упирал, что он совершенно не дает возможности нормально играть, потому что нельзя считать, как исполняя, и он прав. Но, правда, он в качестве замены предлагал тот способ, который ему был удобен, это просто играть вот так вот. Но он играл Шопена, ему это было удобно. И он не был озабочен такими проблемами нашего сейчас времени с ансамблевой игрой. Другой тип музыки. Стало быть, хорошо было бы нам совместить музыкальность то есть знания, которые опираются на счет. Я это пыталась сделать и попыталась, у меня это дело получилось, каким образом. Я вам сейчас покажу на одном примере, как, хотя бы, чтобы быстрее было 2 к 3, потому что он понятен. 2 к 3 для всех уже студентов это понятно, мы все знаем практически, как это звучит, никогда не просчитывали. Никто не думает, что просчитывали среднее арифметическое, кратное, что угодно. В быстром темпе вообще одну пунктирку обычно педагог пишет, ученику, 2 против 3 играть. И тем не менее, что здесь происходит? По модели я вам покажу. Тут все эти примерчики на все полиритмы есть. Сначала, опять же, мы обучаем мозг. Сначала целостной фигуре. Если мы берем ее целостно, то получается что? Если такая, как мелодия, трам-та-та-там, там-та-та-там, без всякого полиритма, просто это результирующая мелодия, общая мелодия. Для чего? Для того же самого, о чем мы сегодня говорили. Помните, я говорила про троекратный повтор. Целостное. Запомни сначала целостную фигуру. Не кусочками, потому что кусочками запоминать нам трудно. Это уже опять закон восприятия. И фильтр внимания на целом звучании. Причем, если вы посмотрите в учебнике, там как раз расписано это на 2 голоса по типу скрытого голосоведения. Она здесь остается. Но мы, когда это играем, слушаем. Так как дети сначала полифонию начинают учить, потом они умеют разделять голоса. Сначала им кажется, что это вместе. Потом у них постепенно вырабатывается полифоническое слышание раздельных голосов. Это первое. То есть слуховая доминанта над целостным. Второе. И скажем, это просто играется. Играется, одновременно поется, эта мелодия. Дальше мы переходим на фиксацию внимания поручно, если можно сказать. То есть, например, у меня сейчас я слушаю это, или же играю и пою одновременно. Лучше даже играть и петь, потому что так удерживается лучше внимание. Переключаюсь на нижний голос, что, между прочим, тоже, естественно, трудность. Почему? Потому что любое переключение – это дополнительная сложность. Отрабатывается это. Как отрабатывается? Играет ваш ученик. Этот, опять же говоря, ритм или любой другой одно и то же получается. Просто немножко другие. Тут нет синкопа, а там будут синкопы. Для этого, кстати, нужны синкопы. Если он вам сыграл 4 раза и все получилось, это ничего не значит. Тут очень важно, чтобы это звучало в таком варианте нон-стоп закольцованном. Он играет, меньше 10 раз точно не нужно, не меньше 10 раз. И он может это играть. После этого вы начинаете с ним разговаривать. О погоде, о природе, об оценках, я не знаю, об отношении к жизни. Смысл какой беседы душещипательной? Он играет. Какой смысл?
проверить, вот, совершенно верно, это тестовый момент, дошло до автоматизма или не дошло. Если он вам отвечает и сбивается, или он не отвечает, не может ответить, это просто тест. Нормальный такой тест, то есть насколько это автоматизировано. И вот когда он с вами разговаривает, причем в другом, естественно, ритме, да, разговор, и он это играет, и когда вы видите, что это происходит легко, ему начинает быть приятно, потому что он может это совмещать, это удивительное ощущение, когда вот ты можешь совмещать две вещи. Ему, это тестовый момент не просто, что он это делает, а что он это делает и что легко. Потому что если он мучается это делает, это еще никакой не показатель. Вот, хорошо. Значит, вот мы поменяли правая рука, левая рука. Убираем одну руку. Убираем одну руку, один, значит, голосом мы поем, скажем, вместо того, что мы играли, и играем второй голос, потом меняем. Это зачем? Смотрите, что мы сделали. Мы сначала взяли целостную мелодию, потом мы начали менять фильтр внимания сначала сюда, потом сюда, изменения, да, потом мы добиваемся автоматизма, теперь мы снимаем руку, здесь будет голос, а здесь рука, а потом наоборот. Зачем? Зачем еще мучить дитя таким образом? Смысл какой здесь? Ну, как вы думаете? Предположите. Конечно, еще больше самостоятельности. Все к этому идет. То есть мы от целого, когда мы ничего не расчленяем, причем принципиально, да, потому что нам там очень важно уложить это как единицу, мы постепенно делаем разные комбинации, уходя от моделей. Вот о чем речь-то, да, мы ушли от модели. А вот потом происходит тот этап, о котором я уже говорила, когда мы уходим не просто от модели разделения, а мы уходим даже... Вот зачем, кстати говоря, здесь вот такая вот мелодия, прям, скажем, незатейливая, как вы думаете? Ведь можно было бы там и интереснее что-то придумать. Зачем здесь гамма вниз, гамма вверх и расходящиеся? Вот они зачем? Конечно, разделение трудностей, чтобы еще на это не отвлекаться, совершенно верно. То есть мы берем все, что самое простое, что под пальцами есть. И разводя, показывая, что это еще и не в одну сторону, а что они разные немножко. Это сигнал в мозг, что это разное движение, противоположное, и сходятся в одной точке. То есть это абсолютно к музыке не имеет отношения, это имеет отношение к чисто психотехнике. И тогда мы берем и убираем это. И вот когда я говорю, а теперь в этом ритме играй все что угодно, хоть романсовый факторий, хоть в какой. Это я уже рассказывала об этом, когда так, как это так, играть. Ничего, играют. Но мы тогда убираем как раз эту гомообразность, чтобы у них не застряло, что этот ритм связан только с этой мелодией. То есть мы постепенно немножко вот так вот убираем такие подпорки, я бы сказала, это похоже на эти вот леса, когда строят что-то такое, то есть мы постепенно вот это лишнее все убираем. И, конечно, интериоризируем, потом это внутренне идет. И так происходит с каждой полиритмической фигурой. Просто с другими фигурами появляются большие синкопы, и они звучат как, опять же, не... В чем трудность счета полиритма? Потому что у нас на самом деле никогда нет 3/8, например, в четверти. Их там просто никогда не было и не будет. Но нарисованы-то они как 3/8 или там с квартолями то же самое, если в трехдольном размере и так далее. И мы не знаем, как это делать. Но когда нам нарисовали синкопу, то мы точно знаем, как просчитать синкопу. Осталось только, чтобы у нас к этому времени, когда мы изучали полиритм, модель была бы синкопы тоже изучена. И это уже, конечно, последовательность прохождения трудностей. Сейчас я покажу какой-нибудь примерчик, как это выглядит. Я даже думаю, что мы сейчас сделаем, я просто назову страницу и потом вам дам, чтобы это можно было посмотреть, что описывать это неинтересно. Сейчас. Вот то, о чем я говорю, значит, находится на странице 73. Вот примерчики. Отсюда вот тоже. И вот это 2 к 3, там 3 к 4, 2 к 5 и так далее. Здесь просто-напросто больше синкопов. Вот, когда основные эти модели пройдены, дальше мы можем сделать вещь, которую вообще уже точно никто никогда не проходил, но которая во всей музыке используется. Когда еще в триоле, например, есть что? Внутри триоли, например, есть мотив. Частый пример? Конечно, частый.
это, если мы базу не знаем, то мы и это не сыграем. То есть тогда мы говорим о триолях уже фигурированных, например, или наоборот собранных триолях. Я имею в виду собранный, такая триоль выглядит, например, как четверть, восьмая и триольная фигура. Понятно, что есть и другие рисунки, там не только триоли, но все-таки, если мы берем среднее звено, то, конечно, у нас в основном работа с триолями, там дуоли, квартоли. Дальше фигуры, например, дальше квинтоли практически, в общем, не нужны. Опять же, тут очень важно вовремя остановиться, потому что методика хороша тогда, когда она работает. Вот на этих фигурах она необходима, а септоль считать таким образом, устраивать, можно, конечно, можно выучить модель септоли и устроить какие-то там жуткие синкопированные фигуры, и все получится. Опять же, нет необходимости такой просто, потому что вот эта фигура действительно будет просчитываться, потому что она сама по себе быстрая. Не значит, что нельзя это сделать, можно по той же самой методике, но, опять же, думаю, что не нужно, Вот тут всегда очень такой важный момент, где вовремя остановиться даже в самой хорошей и самой работающей методике, чтобы ее не доводить до конца. До конца доведенная методика превращается обычно в абсурд во всем. Вот. Это, значит, что касается полиритмических фигур. Я думаю, что в них, кстати, можно использовать также и слоговые методики, вот, потому что представьте себе, у вас ситуация такая, что некогда вам объяснять все это вот. Ну, нет времени, или же вы еще это не проходили, а вот произведение нужно это как-то сделать ровно, потому что он играет квинтоль неровно. Играет квинтоль, как, скажем, что обычно? Как 2/8 и триоль, по крайней мере, да. Вот. Или еще какой момент, когда он видит триоль, квинтоль или что-нибудь такое, начинает что делать заранее? Заранее пытаться вписать ее, потому что он видит много нот впереди, и он ее ускоряет изначально. Вот тут какие моменты работы с полиритмами? Это тоже совершенно не сольфеджийные, не только сольфеджийные моменты, потому что это общеисполнительские проблемы. Первая проблема страха перед количеством нот черных. Мы их боимся. Посмотрите, как мы любим играть 32-е, а они вообще чем отличаются? Да ничем. Если 32-е, например, в темпе адажио, это даже не быстро. Возьмите читку с листа, классические совершенно примеры, когда ставят, например, симфонии Гайдна, адажио, написанные вот этими мелкими длительностями. Смертельное дело. Темп медленный, длительности черным-черно, как сказал один вокалист, увидев читку, значит, какую-то, которую мы предложили, в его понимании. Вот. Но хорошая фраза, так, черным-черно, так как-то замечательно сказано. Действительно, когда черным-черно, оказывается страшно. И у нас еще все это мерка еще по памяти, значит, вот младшей школы, мы еще все четвертями пытаемся, 32-е, да, измерить. В общем, вся картина сразу получается такая. Это принципиальная трудность чтения адажио венских классиков вообще с листа. Это не сольфеджийные даже вещи. Значит, первое – это боязнь перед этим количеством нот. Второе – это стремление их вписаться, то есть всегда идет ускорение. Обратите внимание, когда дети поют, не только дети, все поют триоль, она улетает в конец. Значит, заранее, когда даже если вы не берете изучение полиритма еще, как можно, так сказать, с подручными средствами все-таки это все использовать? Первое – это когда вы убираете угол. Вот, например, они дирижируют, а триоль у вас попадает, скажем, не обычная триоль, а этими восьмушками, а хуже, когда триоль четвертями. Она идет поперек вот этого угла дирижирования. Она не труднее, она же такая же. Но мы ее разбиваем 2 четвертями, и не только разбиваем, а что еще делаем? Вот тут визуальное представление. Триоль для нас должна быть вот такая, ровненькая, кругленькая, а здесь у нас прямой угол возникает, или какой-то такой угол, если это 4 там, или сколько-то четвертей, 3 четверти. Значит, надо выбирать углы. Как минимум, дирижирование должно быть в этот момент закругленное.
Это странно звучит, но это тоже визуальный момент важный. Второе, это такой немножечко, опять же, тут кинестетикой можно помочь. Визуально, да, можно посмотреть, что убрать угол. А кинестетика в каком плане? Когда вы делаете такой немножко пружинищий акцент на первую долю. Вот когда вы как вот пружину прожимаете, а дальше что? Она сама, да, распрямляется. Вот чтобы триоль так звучит, ям, там, и отпустили. То есть не просто вот триоль. Для чего? Ну, чтобы она, вот, это ускорение не происходило к концу фигуры. И то же самое с квинтолью. То есть в квинтоль вы берете любое слово, которое, ну, например, папоротники. Вот если брать одно слово с учетом того, что это отражение, например, какой-то одной фигуры, чтобы не было, здесь не подходит два слова, вот здесь не получится гуси-лебеди, понимаете почему, да? То есть с одной стороны ровно будет, но в сознании не будет одного акцента. Здесь обязательно нужно одно слово какое-то брать. Кстати, тоже была трудная задача, вот, когда я эти слова выискивала, а на более сложные, на более многосложные, точнее, слова, единственное, где есть акценты, это на причастие, начинающиеся с приставки «вы». Вот только там есть акценты такие. Там «вымолоченная», например. Вот так вот. Больше нет в русском языке таких слов. Специально смотрела весь словарь, было любопытно. Вот. Ну, если вы что-нибудь найдете такое, было бы тоже любопытно. Может быть, между прочим, я не знаю, вот что в якутском языке с акцентом, и если он там. Насколько это важно, акцентные и многосложные слова. Тут просто, если у вас, например, какие-то есть вот такие возможности, может быть, их можно использовать, тут я просто не знаю. Вот с русским языком вот у нас так обстоит дело, не очень здорово, но можно выкрутиться. Вот. Это одно, то есть вы подставляете слово, вы показываете акцент, вы убираете руку. И в этот момент, вот мы говорили сначала, что мы учим плавно переходить с одной счетной доли на другую. Он тут тоже нужен. Если вы до этого считали, скажем, восьмыми, и попала у вас триоль, если вы пользуетесь, не зная этого метода, если знаете, то там все равно нормально 2 к 3, вы уже знаете, вы споете или сделаете, или ученики ваши сделают. Если еще этой модели нет, конечно, убирайте счет чем? Убирайте мелкий счет, делайте более крупную долю, потому что в нее удобнее вписать. Но она половинчатая мера, но она будет работать, по крайней мере, пока вы это не сделаете. Опять же, я говорю это совершенно как бы с реалистических позиций. Конечно, это надежнее, конечно, это универсальнее, потому что на это надо потратить время определенное, и, может быть, у вас такой темы вот не было, это же надо выучить заранее, а вам объяснить надо, скажем, за 5 минут, чтобы как-то это было. Тогда просто по-другому. Вот, это что касается, значит, ритмических вопросов. Теперь, если у вас по ритмике нет каких-то вопросов, тогда я, может быть, хотела бы сказать немножко, поскольку вчера были вопросы, касающиеся метапрограмм, может быть, я могла бы что-то здесь сказать. Но прежде чем, или еще какие-то были соображения по поводу там, визуальных представлений, то есть у меня есть время сейчас это сказать, если вы хотите. Вот. Но прежде всего давайте закончим разговор о ритме. Есть ли какие-то здесь вот по ходу того, что я вам показывала, вопросы? Или ваши соображения? Значит, давайте так сделаем сейчас, чтобы я отдельно не отвечала, да? Значит, я вам дам страницу, и вот там все эти примеры 2 к 3, 3 к 4, 3 к 5, 2 к 5, точно так же, я еще раз говорю, там будут просто чуть-чуть более сложные синкопы. Значит, давайте я просто пущу это, и потихонечку, пока мы будем говорить о дальнейшем, вы посмотрите. Давайте так сделаем. Вот. Но модель та же самая, то есть принципиально, сейчас страницу дам. Так. Да, вот, значит, посмотрите, страница 73, упражнение 4, значит, примеры 3 к 4, 2 к 5, 3 к 5, 4 к 5. Дальше. Тут в одном месте пропущено только название, заголовок. Ну, посмотрите. Значит, вот здесь получается. Посмотрите. Если будут вопросы, значит, я тогда поясню. Соответственно, все тем же самым способом. 3 к 4 там будет просто больше синкопа. 2 к 5 легче играть, потому что отношения там проще.
мечта, вот эти, об этом речь. Да, спасибо за вопрос, я как раз хотела в самом начале об этом сказать, но как-то ушла. Хорошо, что вы мне напомнили, значит, вот что касается этого. Значит, здесь совершенно разные вещи. Вот слоговая методика, которая здесь, скажем, работает, и слоговая методика, которая принята, ну, во многих начальных сольфеджио, там, Барабошкина, по-моему, там, это, в общем, какие-то такие вещи, которые используются. Значит, тут надо понять, для чего мы это делаем. Если мы это делаем для привлечения внимания к тому, что длительности различные, мы ставим различные слоги, потому что ти и та с точки зрения ритма одно и то же. Поэтому если ваша цель, она абсолютно локальная цель такая, это как раз методика очень кратковременная. Просто показать, что это различные ноты, и чтобы они вам не говорили каждый раз восьмушка или четверть, это говорить неудобно. Они могут таким образом, фактически они метят это. Это к ритму не имеет, извините, никакого отношения. К выработке чувства ритма. Это просто выработка того, что они вам сигнализируют, что они понимают, что это четверть, а это восьмушка. И себе сигнализируют о том, что они это понимают. Я не говорю, что это плохо, это просто другое. Это никак не помогает выработке соотношения между ними. Поэтому подменять одно другим просто невозможно. Это не работающая методика с точки зрения развития ритмического лада. Она работает на других, у нее другие совершенно задачи. Она нормальная, только очень локальная. Это примерно то же, что мы делаем в лесу родилась елочка, мы метим. И ничего больше в этом плане. Поэтому использовать можно, но говорить, что мы применяем слоговую методику для развития чувства ритма, нет, это не то. Это просто так же, как у Кирюшина метки метафорические, там большая глупая жирафа, там октава. Кстати говоря, насчет вот таких меток, понимаете, это, конечно, интересно, но тут есть одна, на мой взгляд, не то что опасность, но в какой-то степени. Вот когда мы с вами говорили о субмодальностях, я обращала ваше внимание на то, как важно быть очень аккуратными, инициировать студентов, не навязывая им своих определений по возможности. Потом где-то подсокращать, когда у них уже все закрутилось, это уже все быстрее. Но вот представьте себе, вот ребенок, для него все якоря. Вот вспомните себя, что вы в детстве читали, и это запомнилось. Вы там потом читали кучу по школьной программе, еще кучу литературы, которой вы никогда не вспомните, что за роман вы читали. Ну, много чего все читали, разного. Но детские книжки, я думаю, что каждый из вас помнит даже первые детские книжки, которые были прочитаны, как они выглядели, какие картинки. Это же вещь действительно с точки зрения психотехники важнейшая. Это западает как якорь. Например, это может быть настолько ярко. У меня, например, с этим связано, может быть, какие-то стимулы. Я помню, у меня была книжка такая, где были нотки, и нотки были разных цветов в книжке. Я до сих пор, я не помню, какая-то... В общем, у меня она не сохранилась. Я просто помню, это как 4 мне года было, так 5, в общем, что такое я рассматривала. И у меня тогда возникла идея разноцветности ноты. Эта идея спровоцировала какие-то вот цветовые ощущения. У меня, например, у меня цветовое ощущение. Я не уверена, что то самое, которое в книжке. Это не значит, что я скопировала. Нет, но это запущенная идея, что это может быть и так. Синестезия как идея. Так вот, что здесь возникает? Когда у нас... Фактически мы же вот ставим якоря таким образом, да? И если они так или иначе касаются либо качеств человека, либо каких-то оценочных суждений, это опасно, потому что октава жирафа – это понятно. Почему она глупая, непонятно. Вот такой момент, вот понимаете, он кажется, ну, вроде бы забавный, там, в сказке, это да, но потом западает, что октава глупая. Связки такие, какие угодно, понимаете, в глубинной структуре они где-нибудь потом вылезают. Я не уверена, что так нужно делать. Кроме того, а у меня она не жирафа, а у меня еще кто-то. Почему я должна представлять себя по-другому? Во-первых, методика Кирюшина работает далеко не на всех детей. На наиболее талантливых детей она не работает, они активно ее отвергают. Я просто это хорошо знаю. Вот, потому что им подпорки такого рода не всегда нужны. Особенно, я уже не говорю о стиле преподнесения, мы об этом не говорим, да. Вот, человек, безусловно, был талантливый, конечно. Вот, об этом никто не говорит.
Ну, собственно, это я вот, так сказать, немножко в сторону от метафор. А вообще, если у вас есть возможность, конечно, где-то поставить якорь, который ничему не мешает, и вы предварительно убедитесь в том, что ребенок это принимает, не просто, что он угукает, потому что вы педагог, а ему как бы перечить нельзя педагогу, это же, вы же должны увидеть, как он с вами соглашается. И, соответственно, от этого, ну, от атмосферы на уроке много чего зависит. Если она абсолютно свободная, кстати говоря, вот в нашей педагогике, ну, сейчас этого нет, конечно, но раньше вот считалось, что нужно там, помните, там сидели, все, руки даже за спину, все такое, то сейчас психологи доказали, что закрытые позы и вот позы, так сказать, такие статичные, они резко снижают скорость запоминания, например, информации на уроке. То есть, если он у вас сидит развалившись, это не значит, что он оказывает вам неуважение, это, в общем, ничего особенно плохого в этом нет. Ну, все в пределах, естественно, понятно, если он начинает мешать, то это уже другое. То есть, эти вещи, конечно, все действует, и позы, и стиль общения, поэтому, конечно, эти методики, опять же, вот вопрос-то важный, просто взять и перетащить, нужно знать, какую почву вы тащите. Если это авторитарный стиль руководства, и эта методика берется и буквально фактически насаждается, ничего кроме неудовольствия и каких-то вещей вы не получите. Это связано, конечно, с манерой преподнесения и с вашими отношениями. Не в смысле личных отношений, вы можете просто ко всем хорошо относиться, я не имею в виду там лучше-хуже, но относительно, чтобы создать ту атмосферу, что они вам вообще обратную связь выдавали бы. Потому что вы сами понимаете, не каждый ученик и не каждому педагогу обратную связь может выдать, потому что у него очень много-много соображений практического свойства. Он вам такое выдаст, а потом получит. У него много примеров таких в школе, когда в школе авторитарная система до сих пор существует, к сожалению. Так сказать, педагог это поддерживает эту систему, видимо, в целях собственного вот такого реноме, что ли, поддержания, не знаю. Вот, еще вопрос. Спасибо за то, что напомнили, да. Есть еще какие-то соображения по ритмическому вот воспитанию и вот по тому, как это... Еще, может быть, у вас какие-то есть собственные похожие разработки, чем-то вы занимались, я бы с удовольствием послушала бы. Вот в этом кусочке. Да, можно, конечно. Как? Первый курс фольклориста. Так. То есть студенты где-то лет, ну, наверное, 18, уже, ну, 17-18 лет после школы общей, и пришли, так сказать, в музыкальное учебное заведение совершенно без музыкальной подготовки. И вот как раз ритмические фигуры вот мы проходили вот с этими. И сейчас у них, в принципе, такие... Это вы когда делали? Это вот мы сделали, вот как я приехала. Ага. В течение буквально вот этого месяца, наверное, да? И у них вот совершенно уже сейчас, так сказать, стало на место, они да? представляют, они как бы обжили. Да, вот это очень важно, между прочим. Спасибо, опять же, за слово. Обживание, понимаете, обживание пространства. Потому что ритм для нас, он совершенно ведь, если длительности, вот мы так написали, как-то можем выше-ниже у нас сформировано, то ритм, вот он, как-то мы должны метить это пространство. Он действительно визуально должен быть обжитый. Да. 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 Почему нет? Почему нет? Да. Значит, тут только единственный вопрос, который возникает. То, что ваши ученики, то есть то, что ученику удобно, то вообще-то и хорошо. Понимаете, что у нас всегда вот это правильно, неправильно, все-таки где-то вот там в глубине сидит, а вот это вот так вот не делают. Если ему удобно, значит делает, а другому неудобно, пусть это не делает. Но на квалификационном, опять же, экзамене, значит, если он придет куда-нибудь и будет показывать квадрат, ему скажет кто-нибудь, ну так не делает, вас ничему не учили, чему вас там вообще учат, откуда вы приехали. То есть какие-то вот такие вот вещи. Ну тут просто надо сказать, что вообще, знаешь, тебе удобно, ради бога, но вообще-то есть еще такая схема, потренируйся дома так. Ну, это естественным образом. А вообще, почему нет? Почему? Это 6/8 – это бесконечная проблема. Его ненавидят в основном из-за дирижирования. Размер-то несложный. Там нотографию нужно просто поправить, вот именно в таком представлении. И чтобы рука не мешала, она же мешает очень часто. Да. Можно на 3 вверх-вниз, да, это самое логичное, потому что это соответствует чему? Внутридолевой группировке. Вот. А дальше в зависимости от... Уже от амбиций педагога на самом деле, потому что если он будет говорить фи вообще, что это такое, и так вообще не положено, ну это другой разговор тогда уже будет.
Мы уже говорим тогда о формальностях, а не о том, что реально помогает. Еще? Я прошу прощения, но у нас перерыв. Уже, да? Сокращается, конечно. Давайте вот завтра, да, вот какие-то вопросы. Угу. Да, хорошо. Хорошо. Угу. Да, хорошо. Я забыла, действительно уже перерыв.